Уважаемые читатели, здравствуйте. Сейчас пару минут мы начнем, а опоздавшие, я думаю, подтянутся. Бурлун, здравствуйте. Всех мы снова рады приветствовать в отделе краеведческой национальной литературы. Тема наша животрепещущая, и мы получили очень много откликов, к счастью, к нашему, положительных, о том, что дело нужное, важное. И вот второй раз мы делаем видеозапись, потому что читатели из Ухты и из других отдаленных районов, они очень жалеют, что не могут быть с нами, поэтому передаем привет нашим читателям виртуальным и онлайн. И сегодня мы будем, наверное, говорить более предметно. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Стульчики, извините. Сегодня мы начнем, наверное, более предметный разговор, и в этом нам поможет известный краевед, генеалог Анатолий Алексеевич Габанов, которого мы попросим рассказать, наверное, Анатолий Алексеевич, если я не ошибусь, о методике составления, да? Хорошо. С чего начать? Да, с чего начать вот для таких новичков и приступающих к этому интересному делу? Анатолий Алексеевич, если вам удобно, сюда. Хорошо. И отдельно добавлю, что здесь представлена выставка, которая и в работе поможет, и для общего с нами развития. Здравствуйте. Мы знакомы, видите, очень приятно. Чуть-чуть погромче, чтобы А, без микрофона, да? Даже с голосом. Значит, тема нашего сегодняшнего вечера или встречи. С чего начать? С чего начать поиск своих предков? Вот, а я вижу, что у нас аудитория, короче, где-то возраста такого уже не студенческого. И проще всего разговаривать с такой аудиторией. Потому что у меня так сегодня сюда пришло сообщение. В Верковском районе, это Верковская волость, в Верковском районе. Бабушка у меня проживала, звали ее там, короче, Анна, Елизавета Семеновна, по-моему. Да, была у нее тетя, и была у нее, ну, то есть тетя и еще тетя, называют имена. Вы можете мне помочь их найти? Попробуйте, это откуда с Питера откуда-то пишут. Да. То есть ни даты, ни времени, ничего, совершенно, короче. Да. У меня не было времени ответить, потому что у меня было еще несколько писем на эту же тему. Думаю, позже я отвечу. Мне приходят писем примерно 5-6 в день. Вот только такого характера, короче. То есть помогите найти, посоветуйте. Это по Яринскому уезду в основном, потому что я как-то привык работать по Яринскому уезду. Лет 10 назад я вошел, так сказать, в мировую паутину в сеть и сразу понял, что это мое, короче. Что отсюда я больше никогда, наверное, не вылезу. Потому что сразу же, в первые же дни, я обнаружил сайт, такой всероссийский генеалогический сайт, крупнейший, наверное, в России. Он и сейчас такой считается. Сайт ВГД. Кто не знает, обязательно запишите. Потому что только опираясь на него, я вам гарантирую, столько получите удовольствия, если будете читать его, когда поймете. Он немножко сложновато для начала. Мне понадобилось, например, несколько месяцев. Но я начинал тогда осваивать компьютер. То есть одновременно. И теперь я уже каждое утро, значит, я просыпаюсь, первым делом я смотрю почту, смотрю, короче, какие письма. Ну и вот за все эти годы, ну, наверное, десятки людей, которые очень серьезно к ней относились, короче. Кстати, я практически посчитал недавно. Со всех, я же не говорю про наших, короче, государств, короче, ближнего зарубежья, и европейских, были обращения. Были со Швеции, из Франции, из Америки, с Австралии, только на Антарктиде не было, и с Африки не было, по-моему. И, то есть, наши земляки, наши люди каким-то образом все равно попали за эти годы, короче, где-то туда, за границу даже. Да, они совершенно ничего не знают, просто как-то вот через переводчиков пытаются понять, короче, что такое Коми-республика, а кто такие зыряне, да, кто такие зыряне, представители, с которых уехали за границу. Да. Извините, меня постоянно сопли, почему-то. Я воспользуюсь, да, немножечко? Да, и мне приходилось отвечать. Ну, я, скажем, людям нашего поколения с ними проще работать, потому что они, во всяком случае, знают
своих дедушек и бабушек. Да. Или от мам и пап знают примерно, короче, их биографию, их даты рождения. То начинать-то легко. Да. Прежде всего, когда мне говорят, с чего начинать, вот я не знаю даже имени своего прадеда. Дедушка с бабушкой знает, а деда знает, как звать, а как отчество его уже не знает. Некому было сказать, не успели. Ну вот что таким людям объяснишь? Что я говорю, если жили они в советский период, если уже никто не может сказать, ну уехали куда-то, может живут там в других городах, значит обращайтесь в ЗАГС, только через ЗАГС можно что-то узнать. Не разговаривайте. Ну, во всяком случае, скажем, даты рождения, дату смерти. Получая, скажем, копии даты смерти, можно узнать дату рождения. А через эти документы, через эти справочки можно узнать уже и место рождения. Главное в генеалогии это вот определиться с фамилией, с именем, и с отчеством, и с местом рождения. Если мы знаем эти, три факта, то мы все равно найдем своих предков. Да. Я всегда так рекомендую, говорю, найдите хоть какой-то документ, но чтобы он был точный. Потому что у всех людей, которые выехали, у них всех существуют какие-то семейные легенды, которые процентов на 90, они неправильные, то есть они придуманные. Они начинают там выдумывать что-то, у нас там дворянское происхождение, мы из купцов, там, мы там, я говорю, не было у нас, тут дворянтов, в деревнях, в сельской местности, да и купцев не было в сельской местности, да. Они жили, во всяком случае, в уездных городах, там, Сысольске, Вяземске, а в деревнях они не жили, купцы. Были зажиточные крестьяне, нет, вот были, вот объясняют мне, я говорю, нет, давайте сами, когда что-то найдете, за что-то зацепитесь. А вот когда, спрашиваю, когда ваша бабушка родилась, скажу, знаете, примерно, примерно. Я говорю, как, а они еще ведь просят, чтобы я посмотрел, сходил в архив, Если бы сказали точную дату, для меня это не сложно. Заказал сегодня, через неделю я уже могу ответить, а вот и раньше. Да. Точную дату, если бы вы не сказали, скажем, рождения. Поэтому я им рекомендую, точные даты нужны. Для этого нужны документы какие-то. Я говорю, соберите все. Какие у вас есть старые документы у родителей? Там сохранились справки, свидетельства о рождении, какие-нибудь трудовые книжки, военные билеты. Какие документы? И повнимательно, документы их изучите, рассмотрите. Переговорите по телефону, если нет близких родственников рядом, возраста уже такого зрелого, пожилого. Переговорите по телефону, потому что родственники бывают достаточно много знают. Переговорите даже может, со знакомыми, которые жили в вашей местности. Потому что бывает, знакомые знают еще больше даже, чем родственники. Бывают такие случаи у меня, которые чисто совершенно люди посторонние, а давали такую точную информацию. Потому что память хорошая, они помнят. И вот именно с этого момента начинается уже сам поиск. То есть если мы знаем даты, мы всегда найдем зацепку. Зацепку найдем уже в нашем архиве. То есть где люди проживали, то в архиве надо обращаться. Если проживали где-то в сельской местности, скажем, в первую очередь сходить в сельсовет. Уже там какие-то есть. Потому что очень часто в сельских советах есть достаточно интересный материал, который тут же тебя выведет куда-нибудь на дальнейший поиск. Да. Потом есть просто в администрации скажут, такие люди интересуются и занимаются этим делом, обращайтесь к ним, то есть посоветуют, и люди уже могут сразу сориентироваться, что-то получить, какую-то очень интересную информацию. Да. Если тут уже не проходит, уже человек не может, скажем, нет возможности поехать куда-то, значит в областной город. Ага. Вы знаете, или бывший въездный город, это наш областной город, вы знаете, что в этом архиве обязательно будут документы ваших предков. Обращаться в архив. Но для этого надо, чтобы хотя бы до революции были какие-то даты известные. Скажем, родился у меня, дедушка до революции. После революции будет сложнее поиск производить. Потому что у нас, заканчивается там где-то 20-23 годом, и потом уже все. Потом, уже не найдешь ничего, надо через ЗАГС опять искать. Так я рекомендую, сразу в архив. Знайте точную дату, заказывайте точную, сразу метрическую книгу. Все. Метрическую книгу той волости, где они жили. У нас сейчас районы, а в те годы были волости. Если мои предки жили в
Альтинской волости. Сейчас это Устинский район. Просто надо узнать административную площадь, где они жили. Какая деревня, хорошо, если запомнили. А затем, сейчас я пришел за последние годы, за последние 10 лет, просто для меня проще стало, скажем, обратиться к сельскохозяйственной переписи. 1916 года. И 26. Да. Потому что это такая, мало кто из специалистов к этому обращается. А там есть... Да. А там есть информация на каждого жителя, скажем, нашей республики, то есть на одного. То есть он является домохозяином. То есть на одного человека из вашего рода уже есть информация. Если вы знаете своего деда, ну так чисто умозрительно, помните его прочее, ваши предки помнят. Деда, значит, вы знаете его имя и отчество. Вы заказываете эту книгу, смотрите деревню и находите вашего деда. Извините, а где это заказ? В нашем архиве, да, республиканском архиве, да, с национальным. Вот. В этой книге будет указан его возраст, да, и возраст его жены. Но не будет их имен. Там будет количество детей указано, и их возраст тоже, скажем, сыновей столько-то, а дочерей столько-то. То есть и возраст каждого указан. Вот это как раз мне и нравится больше всего. То есть ты уже сразу знаешь, у тебя уже сразу получается интерес какой-то. Значит, не знаешь имен, ничего не знаешь возраста, не знаешь даты рождения. То есть уже можно искать. Уже можно вычитать и подписываться на эти методические книги, уже искать. Вот. Если мы нашли, ну это один из вариантов, конечно. Можно и другие какие-то, скажем, похозяйственные книги, еще интереснее. Похозяйственные книги, это уже советского периода. Да, это они начинаются оформляться, то есть ведутся похозяйственные книги в период формирования совхозов. Вот. Если, скажем, помните, там, короче, совхозного периода родственников, ну, бабушку, скажем, дедушку, да, хорошо, можно заказать сельскохозяйственную книгу. Там тоже, значит, записывается. Но, конечно, не очень аккуратно не велись, и не все сохранились, потому что, может, и не повезет, может, и не найдете. А чаще всего найдете. То есть состав семьи. Там уже и возраст детей, возраст, скажем, дедушки, бабушки, если они живы были, возраст детей. Там тоже есть. И имена их. Ну, конечно, это обязательно. Имена, да. Тут у вас уже больше возможностей. Я просто... То, что она... Это сельскохозяйственные, эти вот, извините, хозяйственные книги, они выдаются только, вот скажем, нынче до 42-го года, включительно, по-моему, да? Уже 43-й выдают. А сегодня, в этом году уже 43-й, да. За 75 лет. Да. Скажем, а 44-й год уже не взять. По закону. То есть 75 лет, короче, у нас это ограничено. Да. А до 43-го года, пожалуйста, можно получить эти книги, вот, скажем, с периода формирования, какой там, скажем, 28-й год, 35-й, там где-то вот и праздновали везде, но в одном свете, до войны выручено. В этот период можно смотреть почти каждый год. Семейный состав ваших предков. Но это опять же, вот я сейчас смотрю, да, я же говорю о крестьянах, да, а в зале это есть, скажем, и люди, у которых потомки были, скажем, предки, вернее, были горожанами, может быть, да, жили в городе самом Сысольске, да, тут уже совсем другой поиск идет. Это может быть тема отдельного разговора будет, да. Сейчас мы поговорим о сельских жителях, не будем переключаться, да. Да. Поэтому, скажем, теперь уже мы знаем даты, может быть, и про деда. Он тоже в семье, может, еще жив был. И его записали там, и про бабушку. Там так и указано, бабушка, дед, да, в этом, скажем, 35-м году. Да. Мы теперь знаем примерный возраст, ну, так мы думаем, что примерно, скажем, с такого-то года, мы скажем, 46 лет ему. Будем на это ориентироваться, на возраст деда. И будем заказывать эти метрические книги, искать, чтобы найти его. А если мы смотрим, скажем, что дед достаточно в зрелом возрасте уже был, до войны,
значит, он может быть записан в семье своего дальнейшего уже, короче, предка. А этих предков мы можем найти в прекрасно сохранившихся книгах в нашем архиве. Это в ревизских сказках. Я чуть ли не считаю, что это основной документ, если они, конечно, сохранились. Ревизские сказки. Помните? У Гоголя. Да, ревизские сказки. Где у нас? У нас есть. Да, по Узинскому, по Сысольскому уезду. Их еще больше количество, почти все они есть. Начиная от 11 года. 811. 811, 834, 816, 54, 50, 58. Это вообще замечательный материал. А по Ягинскому там все это 11 год и 34. Потому что мне это мешает, конечно, сильно, я работаю по Ягинскому. Вот. Тут, короче, если вам, вы сразу можете заказать. Сейчас все оцифровано. Да. Очень быстро, лучше сразу в тот же день практически вы оформите, короче, как придя в архив. Вы, ну, скажем, кто не знает, кто не был, просто пишите, не забудьте взять с собой паспорт, пишите заявление, там еще небольшие документы, там как оформляете, там, короче, и все. Вы же ждете, может быть, ну, полчаса, и вам закачают, оформите еще заявки на эти, короче, на сказки, и вам на компьютере в оцифрованном виде уже выложат. Кто имеет навык работы с компьютерами, тут вообще никаких сложностей нет. Сразу может приступать к работе. Да. И в этот же день может увидеть и своего прапрадеда, и если он, короче, сказку посмотрит другую, и прапрадеда. Мне, например, удается в течение дня, скажем, в некоторых случаях сделать родословную на 300 лет, короче. Да, это мало кому удается. Да. Это таких считанное количество людей. Во всяком случае, в России я знаю. Потому что у меня есть материал, у меня есть переписные книги. Да. Сколько сил и нервов, сколько, короче, я это потратил на это, конечно, и денег немерено. Но у меня есть, я заказывал эти книги через своих знакомых, через кого-то, короче, и не то, что там какую-то одну деревню, а целыми сказками, то есть всю область, весь уезд. Потому что это, делается тоже, такая работа выполняется, если желание есть, все сделано. И у меня набрали все сказки, и мне это нет большого труда. Я читаю, например, может быть, и не очень быстро, так мне кажется, но скоропись, например, я читаю даже средневековые, как церковнославянские эти вот рукописи все. Да. И бывает, когда хорошее настроение, сам себе удивляюсь. 200, 250, 300 лет, короче, благодаря моим материалам, может быть. Да. А некоторые люди этому говорят, посвятили всю свою жизнь, короче, да, в интернете не часто бывает. Но получается, я тоже посвятил всю свою жизнь. Потому что дедушка и бабушка у меня, хорошо я их застал, короче, мне было 6 лет. Они мне только сумели сказать, что вот у меня деда моего, вернее, деда, прадеда, Стратом звали. Страт. Потом был Петр, потом Егор, а дед Михаил. Вот. Михаила я еще застал живым. Я думал, кто такой Страт? Вот, Страт. Кто вы думаете, кто такой Страт? Кто? Калистрат. Нет, я тоже думал Калистрата. Да. Оказывается, Евстратий. Да, Евстратий. А нет, говорят, Стратий, все упираются, короче, они помнят, что Страт. А Евстратий они не помнят. И вот когда я в архив я первый раз пришел, а как я в архив попал, я, наверное, не случайно. Меня жизнь все равно свела, короче, да, с подругой, которая работала в архиве. Да. Я говорю, это, наверное, судьба. Да. Я приехал в Сыктывкар, познакомился, короче, немножко раньше, правда, за год. Она вдруг, короче, устроилась в архив наш национальный. И я стал заседателем архивов. То есть я после работы была, когда работал по сменам, и в выходные дни. То был такой период, даже еще можно было делать, взять подмышку и домой принести. Сейчас это, правда, уже не все, уже помечтать об этом. Да. И вот я помню, я первый раз зашел в зал читальный, и мне тоже сразу, короче, вынесли без всякой там, короче, даже не писал, не оформлял документы, вынесли толстую книгу такую, да, ревизские сказки, огромная, тяжеленная, на стол положили вторую, третью, и я перестал видеть, короче, обложили меня этими книгами. Мы сказали, вот эту первую можно посмотреть. И я сразу ее взял, посередине открыл, смотри, читай, ага. Евстратий Федорович Габанов. Господи.
Так это я сразу понял, это же мой страх, короче. Вот только раскрыл, короче, пополам. Да. Да, и он у меня сразу же, короче, сразу вот, ну, не знаю, фамилия такой, знак какой-то. Да. И все. Я сразу нашел не его, короче, самого искать. Его деда и его прадеда. То есть мне нужно было не искать, если бы нужно было, скажем так, вот, назвать как своих предков. Видите, как бывает. А люди заказывают, короче, 10 годами ищут, короче, не найти. И вот, ну, я, конечно, все эти книги проштудировал. Я их выписал, наверное, я сразу же правильно сделал, что я начал писать всю деревню. Да. Многие сейчас, я знаю людей, они говорят, вот не надо, зря, надо было мне, короче, то есть переписывать не только своих близких, но и этих. Ну, деревня такая небольшая, они же все родственники. И буквально вот за эти 300 лет они все настолько переплелись, и они потом, когда в компьютере вводишь, компьютер древо жизни, да, он тебе пишет, он тебе пишет, то-то, ну, что они все родственники. Ага. Это очень интересно. Ну, я начал правильно делать, я начал выписывать всех. Дошло до того, что я стал переписывать целые книги. Короче. Раньше вот нужно было. Вот сидел, короче, месяцами выписывал эти книги. Вот они мои, а потом этот материал у меня еще есть. Это вот эти толстенные книги, на каждую книгу уходило по 2, ну, по 3 месяца. Тем не менее, у меня, короче, сохранились в запасе. Сейчас я говорю по своей волости, по своему уезду, у меня такой массив материала, что, не знаю, наверное, многие ученые, наверное, завидуют, которые вот работают с этими документами. Хотя я не историк совершенно, у меня техническое образование. Сейчас часто мне, короче, пишут настоящие историки, особенно из Сибири, да, консультируются со мной, короче, приходится, чтобы не впасть в грязь, короче, уже действительно прочитать много, короче, по интернете, чтобы уже отвечать правильно как-то. Ну, никто, по-моему, не догадывается, короче, что в интернете, во всяком случае, на форуме, что я не историк, короче, а считают меня, короче, историком, ну и пусть считают. Да. Ну, это, так сказать, отступление небольшое. Вот ревизские сказки. Если, скажем, есть ревизские сказки, мы уже нашли своих прадеда, там, прапрадеда всех. Теперь мы можем искать, у нас ведь еще есть метрические книги. Мы уже можем даты уже узнать, даты их рождения. Потом, читая метрические книги, по ревизским сказкам мы тоже вычисляем, записываем возраст наших предков, скажем, нашего прадеда, прапрадеда. Там же указаны жены. Мы записываем их возраст и начинаем искать уже в метрических книгах. У нас тоже много метрических книг. В некоторых, скажем, удовском районе, в некоторых, скажем, в областях очень много. А некоторым повезло. А некоторым не очень, конечно. Вот, скажем, был пожар какой-то, церковь сгорела, короче, да, и все. Метрические книги погибли. Да. Церкви-то были деревянные, еще не всегда каменные. И потом переходим, некоторые начинают с метрических книг, ну, все по-разному. Я метрическим книгам обратился довольно поздно. Мне нужно было главное это выстроить линию. Да. Я уже был доволен, что, короче, у меня эта линия такая, короче. А потом уже начал тихонечко уже метрические книги изучать все. И в конечном итоге, конечно, я тоже все метрические книги переписал, нужный материал мне, своих родственников. А потом уже, когда где-то лет через, скажем, лет 6 назад уже на древо жизни купил такую генеалогическую программу, потому что мне уже начал путаться в этих записях. Их столько стало тетрадей, что я начал терять, начал перелистывать, искать, короче, и я понял, что надо как-то систематизировать. Я решил, значит, компьютерную программу надо какую-то провести и, значит, пользоваться программой. Вот древо жизни хорошая программа, не понравилась, но пробовал несколько лет. И теперь я заполняю, не один раз заполнил, потому что не понравилось. И теперь я немножко переделываю. Вот в древо жизни, там около 1500 человек, все они родственники. То есть в каждом человеке, то есть, есть частица моей крови. Ну, конечно, там и фамилия, там не только моя фамилия Габанов, там фамилия, наверное, там где-то около полусотни. Да. Но все мы родственники. И самое интересное, людям, которые мне сейчас обращаются, скажем, с Нижнего Новгорода, с Санкт-Петербурга, совершенно чужие, незнакомые, чужие фамилии. В конечном итоге, когда мы работаем и делаем его родословную, мы находим общих предков, то есть мы тоже являемся с ними родственниками.
Не зря же закон говорит, что все люди родственники. Все, это подтверждается. Да. То есть совершенно люди, совершенно фамилии чужие. Судьба совершенно другая, с разных деревень. Ага. То, что предки жили когда-то в уезде, скажем, в Яринском уезде, и все. Ну, мы оказываемся родственниками. Я, скажем, вот в прошлом году, позапрошлом, года 3 назад, значит, по-моему, 14-юродного, двоюродного, короче, 14-юродного брата нашел. Да. И в Нижнем Новгороде. И тут же Ванеев, скажем, где-то у нас с Питера, тоже родственник оказался, такой же, короче, брат у меня. И теперь на самом деле, потому что мы уже генеалоги, мы уже в самом деле братьями стали. Я, скажем, сейчас и поеду в Питер, я уже знаю, где остановиться. Да, там меня ждут как брата, или в Нижний Новгород, скажем. Потому что ну, так складывается. Да, потому что мы стараемся, мы вот как уже генеалоги это фанатики. Это своего рода увлечение. Я вам даже, скажем, людям, которые, скажем, увлеклись генеалогией, даже как я заметил, за них беспокоюсь, за себя. Это такой адреналин, ага, да, и так затягивает, и так отвлекает от многих вещей, что, например, я многие домашние вещи бытовые просто отложил в сторону. Хотя это неправильно, да. Но думаю, может, я слишком много генеалогии, короче, посвящаю времени. Ну, куда деваться? Дети знают, короче, все близкие, что я уже не могу, короче, без них. Так и приходится. Ну вот это у нас и, скажем, мы уже подошли к какому периоду, скажем, к метрическим книгам. Да. Вот. Очень интересный материал. Метрическая книга ведь мы всегда можем найти. Чем она интересная? Что, скажем, ты открываешь метрическую книгу, скажем, по своей бабушке, у тебя по жилам проходит какая-то волна, адреналина. Ты, скажем, знал про нее, скажем, много лет, да, ну, не можешь найти и все, короче, где-то там столько книг. Ведь не всегда время есть, работаешь еще, в архив ходишь с перерывами, и тут ты открываешь и смотришь, так это же моя бабушка, Господи, ага, перекрестишься, как это, ага, такое удовольствие. Хочется все это бросить уже, короче, книгу и бежать куда-то, короче, да, с кем-то поделиться этой радостью, короче, ага. Ну, со своими, скажем, близкими, еще с кем-то, да. Вот он перепишешь ее там, короче, и так, и всяко, ага. Бабушку, вот я своей бабушке позвонил, говорю, своей матушке, моей матушке 88 лет, я говорю, я нашел, короче, ага, твою прапрабабушку. Она говорит, ну да, как это, короче, внутрился. Она ерничает уже, короче, ага. Ну, я говорю, вот ты про нее не знала ничего, а я знаю. Она откуда может знать, ей была, она была самая младшая. Ей было, она свою бабушку, короче, не помнит, и своего деда не помнит. Она родилась, и позже тут не было, она ничего не могла сказать. Очень мало, во всяком случае. Но мне повезло, соседка ее в деревне. Как-то меня, короче, отправили работать на железной дороге. Ага. И на Сенокопс отправили, был еще не женатый. А у нас там рядом, короче, мы были, и помогали, короче. Раньше там было принято помогать совхозам, всем убирать. И я там поселился в нее и думаю, как мне повезло. Бабушке было 86 лет, баба Вера, это соседка бывшая. И она, ну, всех жителей помнила деревни. Я переписал, я сидел, я даже спать у меня оставался, потому что до 2-3 часов ночи я переписывал, короче. Она говорит, никуда уже не идешь, ложись здесь, короче. Я не спал, короче. Ну, то есть я все, что мог, переписал у нее. И главное, я потом перепроверял, ведь она так точно знала, короче, возраст примерный, да, людей, да. То есть родственные связи, как это можно было, такие связи, вот помните, что я даже умудряюсь, вот редко таких людей встретить, чтобы мне повезло. Я даже вот скажу, вот ее, наверное, книгу посвятить, короче, вот ее, с ее материалами даже. Вот в уме сохранила все. Да. И главное, у нее не было ни одной записи никакой. То есть она никуда ничего не записывала. Просто из головы просто собрала, брала, и мне передавала. Да. Вот такие, короче, мне просто встречались люди. Очень помогла там благодарами, короче. И, скажем, по хозяйственной книге. Ну, когда это кто-то будете работать в архиве, кого затянет, будете находить очень интересные материалы. Скажем, ну, какие книги, скажем, очень такие интересные, которые, ну, дворовые, да? Где тоже состав семьи описан в деревне. Да. Они уже, вот, скажем, в нашем архиве, да, только то, что, скажем, вот исповедальные ведомости, если еще такой материал, пишите, исповедальные ведомости.
Это один из самых лучших источников. Это что у нас, короче, значит, люди, крестьяне, ну, обязаны были, ну, и вообще-то ходили, исповедоваться каждый год. Да, а священник старательно записывал каждый год. Значит, весь состав семьи. Да. И эти книги, они хранятся, значит, в 2 экземплярах. Один экземпляр отправлялся куда-то там, в епархию, да, там хранился, а другой экземпляр хранился в церкви. И вот они пользовались тоже, им же тоже надо было иногда возвращаться к этим записям, что-то проверять, все прочее, священникам. И они каждый год записывали. Вот эти книги у нас очень хорошо сохранились. То есть если не хватает какого-то материала, скажем, по ревизским сказкам, они, может быть, не очень точные, там бывали такие погрешности. Скажем, священник ошибся в одной дате, на следующий год он больше не будет смотреть, ему просто лень заглядывать. Ага. Он на эту же дату напишет ошибочную, и так он годами мог, короче, записывать. Да, потому что этот материал такой был уже не метрическая книга. Да, так, для него больше была нужна, чем для государства. Да. А потом, скажем, мало ведь знать. Когда ты уже узнаешь родословную свою, хочется знать, как люди жили, чем они занимались, что было еще, короче, вот, скажем. Я, скажем, вот по бабушке, дедушке, скажем, я узнал, как они жили. Из многих материалов, скажем, есть волосные архивы. В некоторых случаях они сохранились тоже. Да. В волосных архивах много документов интересных. Некоторым просто повезло этим волостям, сохранились хорошие архивы. Там столько интересных документов тоже есть. Потом к ним можно перейти, можно уже просто быт узнать, работу, чем люди занимались. Ага. Там очень много списков, много документов. А потом документы уже, скажем, военного ведомства. Это уже о всех мужчинах, деда, прадеда, все же они служили. Все они служили, все они были, короче, обязаны были государству служить. Но их было столько много мужчин, что просто не хватало места в армии. И по жребию, шли в армию по жребию. Кому не повезло, тот попал, короче. А кому повезло, может быть, наверное, повезло, если он не попал в армию, тот оставался. Он был в запасе. Да. Он даже форму получал. Да. И в этой форме даже вот фотографии есть, короче, армейская. Скажем, у меня дед, я говорю, деду своим про себя думал, ну не был же в армии по документам, а он в форме, фотографии его в форме, только без этих, без знаков различия. Ну тогда я такой понял, что он форму получил, якобы он в запасе был. Вот на сборы ходил, такие же тоже яринские сборы были. Ездили, да, какой-то период. И они в запасе долго были. В случае войны их сразу привлекали. Вот. По военному ведомству очень много документов у нас. Так что можно там искать. Там можно очень много интересного найти. А самое главное, это в интернете. Вот кто вот, владеет интернетом хорошо. Я прям очень хорошо, мне эти помогают. Часто бывает у меня, короче, что-то случится, короче, я нервничаю, психую, короче, да. Что-то у меня, короче, какой-то сбой, там еще что-то там зависло, короче, я начинаю звонить сыну, там, короче, нервничаю, но он придет, что-то наладит, сделает, это, слава Богу, короче, все хорошо, опять на неделю вторую не прийти. Да. А вот кто хорошо, вот молодые, скажем, кому лучше, им просто повезло. Сейчас столько интересного по интернету можно узнать, потому что сейчас все это оцифровывается, все равно рано или поздно будут оцифровываться и архивы, библиотеки. И можно просто искать. Мне, например, я вот ни в одном архиве серьезно, кроме своего, сам лично не был. Мне все помогли вот по интернету. Просто по интернету. Такие же генеологи, как и я. Я им помог, значит, чтобы эта информация появилась к своему уезду. Они мне, скажем, помогли. То есть они также ходили в архив, читали эти же документы, ревизские сказки, исповедки, там все прочее, по моим уже. По моим предкам, а я, скажем, по им, или их знакомых, там, короче, как посредник, скажем, уже. И таким образом мы друг другу помогаем. И вы тоже, скажем, кто подключится, быстро очень найдете помощников, очень хорошо, на ВГД там помогают практически бесплатно, короче, никто там денег не требует, не просит. По любой теме, любой там какой, там вы найдете материал, самый интересный, там сосредоточен генеалогический. И на все волосы, на все губернии, на все уезды, там столько материалов, что можно просто сесть и начинать. Даже если, скажем, ваши предки не жили здесь никогда, вот в нашем, скажем, в Коми крае, мы можем по интернету прекрасно искать. Расшифруйте, пожалуйста, что Как это вы? Расшифруйте, пожалуйста. Это всероссийское генеалогическое древо. Да, ВГД, по латыни лучше набрать,
и сразу же будет такой на зеленом фоне, форум. Да. Очень рекомендую. Если на этот форум попадете, то уже, мне кажется, все. Да, ну, конечно, много форумов всяких интересных, но это основное. Да. И потом очень много сайтов сейчас. Сейчас столько сайтов открывалось в последнее время. Сайты, которые позволяют искать, скажем, вот, пропавших без вести, военнопленных, да, целые огромные сайты. Там много очень добровольных помощников, волонтеров, да, сайты, скажем, по репрессированным, да, по, скажем, даже по этим, политически репрессированные, колхозники, которые, скажем, тоже попали под какие-то репрессии. Да. Сейчас все можно в интернете найти. Немножко, чуть-чуть опыта, немножко связи, там, короче, познакомитесь. Все можно, короче, найти в интернете. Ну, в архиве своем, конечно, тоже. Да. Особенно, я, скажем, рекомендую, кто, скажем, не может приезжать куда-то в интернете, обязательно вам помогут. Только не стесняться, да, и не то, что, скажем, обратились как-то так, и все забросили, а так тихонечко входить, короче, заметить, что человек не просто праздный интерес проявил, а действительно интересуется, и сразу начнет помогать. Ну, вот так вот примерно. Если какие-то вопросы сразу возникли, сразу же спрашивайте. Ну, там надо регистрироваться на этом сайте. Всероссийский Надо регистрироваться, да. Надо. Если не регистрироваться, если какой-то период, если вы хотите познакомиться, только читать, да? Можете не регистрироваться. Но когда вы, короче, уже поймете, что пора уже пришла, вы начали понимать, соображать, как работать, вам хочется уже общаться, тогда надо, там несложно, тогда надо зарегистрироваться. Бесплатно? Нет, бесплатно, да. Программа вот это древо жизни компьютерная, она скачивается или это платная? Скачивается пробная версия на 50 человек. Чтобы человека просто, чтобы он понял, смог разобраться. Такая пробная версия 50 человек. А потом, если короче, вам уже понравилось, вы заинтересовались, то платно можно приобрести. Есть там скидки, идут, подтверждаются скидок. Да, Ну, в порядке 5000. Да нет, ну что. Последний раз. Последний раз 5-я версия была расширенная, 5 с чем-то. со скидками дешевле, что-то я купил не совсем. Ну, это вы давненько купили. Давненько, может быть. А скажите, пожалуйста, а где, вот на каком сайте вот это, Вы напишите программа? Древо жизни. Древо жизни. Так, да, программа. Древо жизни. А описание там все, короче, как там работать, там же можно на сайте ВГТ найти. Да. Вот через ВГТ все, что вот касается родословной на ВГТ, там масса информации для начинающих и для зрелых, которые уже, короче, уперлись куда-то и не могут дальше идти. Скажите, пожалуйста, какие трудности могут возникнуть? Ну, вот. Трудности? Ну, я не знаю, короче. Вот, например, со Швеции женщина, да, обратилась ко мне года 3 назад. Откуда-то с Пермской области у нее предок. Она писала, короче, заявку, сюда обращалась к нам в музей. Но музей поискал и сказал, что не мог найти. Она обратилась, вышла в меня, я посмотрел, говорю, ну, я говорю, попробуем. То есть она знала только, что ее предок родился, знала его фамилию, имя, отчество, знала имя его мамы у предка и то, что он в Вологодской губернии. Больше ничего. Да. Да, я нашел буквально, короче, через 2 дня. Я тоже, только вот, скажем, заказал, я его нашел. Да. Потому что архив, короче, посмотрел, и просто так, мимоходом. Он был незаконорожденный, да? А они искали имя, отчество. И механически они, короче, ищут имя, отчество, да. И все. А незаконорожденного раз и пропустили, короче. А там написано, скажем, Николай незаконорожденный. Они его раз перелистнули. А они, получается, отдельно идут незаконорожденные? Да нет, так же Просто нет, в системе поиска. То есть да, в базе, и всё, которая короче, есть, поиск вбивается. А я думал, не может такого быть. Думаю, проверю я, короче, здесь, у нас. Взял. Ну, у меня вариант был, что они, думаю, если, короче, они ездили на работу, там, куда-то Пермская область и прочее, что он, скорее всего, мещанин был. Разом, короче, работал постоянно там с семьей.
А раз думаю, мещанин, то он, скорее всего, был Сысольский. Да. И я взял первую книгу Сысольского. Ну, чисто умозрительно. Ага. И вот я сразу же первую книгу его вышел. Это удача у вас была. Это удача, это интуиция, удача, короче, все это прочее. А трудности бывают, начинающие, мне кажется, скорее всего. Да. А потом эти трудности легко преодолеваться, если вы поддерживаете связь с генеалогами. То есть, если вы где-то какое-то родовое, родоведческое сообщество войдете, у вас никаких трудностей не будет. Вот, скажем, вот мы какое-то сообщество создали, какие могут трудности? Мы просто друг другу поможем и все. Ага. Уже каким-то мозговым штурмом, еще чем-то там, каким-то все равно Слушайте, Анатолий Алексеевич, вы прямо, мне кажется, сейчас властью над всеми нами обладаете. Я шучу, конечно. Нет, действительно, конечно, мне кажется, у меня, вот я не знаю, за 10 лет у меня не было случая, чтобы я где-то кого-то не нашел. Да. Я построил, может быть, сотни родословных. Да, ну, и не было случая, чтобы не нашел. Я сказал, нет, я не умру. Такого случая не было. А вот недостаток информации, ну вот, как вот вы сказали, что только знаем, например, имя, фамилию, отчество. Это, получается, это не трудность, это просто нужно чуть дольше по времени искать. Ну, знаете, когда неточная информация, надо много-много очень листать. Проверять, в общем. Да, перепроверять. Скажем, не полный точно рождения, а год рождения, это не точный. Говорят, примерно. Ну, если говорят, скажем, год точно, и то я ищу, и то мы ищем. Соседние годы берем на всякий случай. Заодно заказываем, скажем, да, чтобы потом же не обращаться. Скажем, 3 года подряд, 3 книжки приносят, смотришь тот год, который тебе назвали, а нет, ну, сразу разочарован, столько разочарован. Человек ошибся, короче, где точная информация. Ну, начинаешь листать соседние. А раз находишь соседние. То есть очень часто, процентов на 60 люди, это рожденные до революции, и где-то в период революции почему-то, я не знаю, с чем это было связано, наверное, какой-то интерес был даже, меняли даты своего рождения и годы какие-то. Ну, скорее всего, было в этом интерес какой-то. То есть выгодно надо было как-то дату поменять, что ли, на год возраста, 2 года. Ну, можно я дополню по трудностям? Да. Сейчас самая главная трудность, с чего начал Анатолий Алексеевич, Я это просто архив. пропустил. Архив. Если Анатолий Алексеевич давно уже был в архиве ЗАГСа, имею в виду, Да. архив ЗАГСа. Ну вот я 6 лет назад первый раз обратилась, и я благодарна Маргарите Витальевне Вьюхиной за вот ту информацию, которую она мне дала там, в архиве, и потом подсказала, как что действовать. Да, поэтому совета архив. Сейчас, тогда я пришла, у меня был перечень вопросов, и она, глядя, у нее все оцифровано, в компьютер мне на эти вопросы отвечала. Я записывала. Сейчас такого нет. Сейчас получить информацию можно только лично о себе в архиве ЗАГСа, либо об умершем родственнике, но для этого нужно предоставить массу документов, подтверждающих, что они являются вы являетесь прямыми потомками вот этого человека. Вот Маргарита Витальевна там сейчас нет. Это в нашем архиве ЗАГСа. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке родителей, документы, копии документов родителей. То есть там очень много. Вот сегодня я когда-то в ФСБ знакомилась с делом своего деда репрессированного, я готовила кучу документов. Практически сейчас такое же количество документов туда необходимо предоставить. Возможно, что более лояльные архивы в районах. Они тоже, наверное, государственные, но просто более лояльные там работники. Не знаю, я не обращалась туда. Я вот здесь, поскольку Сыктывкар, сюда в наш центральный архив ЗАГСа Республики Коми. Вот это трудность, с которой придется, наверное, столкнуться. Потому что для меня, мы решили поставить памятники про дедушки, про бабушки, знали год смерти. Когда родился, никто не знал. И я вот по году смерти, она мне, а там возраст указан. Сколько лет, в каком возрасте умер человек. Я уж потом пошла в ЗАГС. Ой, не в ЗАГС, а в архив наш. И когда вот открыла и нашла, как вы говорите, адреналин такой, и нашла первую запись о рождении моей прабабушки, Шкутник Марии Матвеевны. Я с тех пор вот в этом архиве 6 лет уже. Я вот это трудность. Понятно, что вот здесь нужно быть готовыми. И морально, что с тобой не очень будет хорошо разговаривать.
Ну просто Это готовить. серьезная трудность. Готовить надо документы просто. Да, копии, да, копии. я недавно столкнулась еще раз. Конечно. Пожалуйста. Видите, если у вас есть. Мария Алексеевна, я тоже бралась за это родословную и как заключенная 9 лет сижу в архиве. На самом деле, если возьмешь, то выйти из этого положения невозможно. Плюс к тому я взяла 10 населенных пунктов. То есть я вначале брала одну деревню, чтобы это разузнать своих родных. А потом Анна Николаевна Сивкова говорит: да что вы берете это самое только своих родных? Вы берите целиком деревню. Целиком деревню взяла, смотрю, одни вышли замуж туда, другие туда, третьи туда. Надо всех это взять. Значит, у меня Нижняя Вотч, там Габов, это Джоль, дальше Керчевня, Носим, Проб, Деревянск. Вот все эти населенные пункты мои. До 10 населенных пунктов. И вот самое интересное, что я своих родных стала изучать, исследовать. Я в архиве в нашем не нашла. Я нашла только 1870 года. Куда исчезли мои родные? Почему их нету? Что произошло? Некоторые есть, некоторые вообще не найти. И потом мне сказали: а давайте сходите в архив МВД. И там я нашла это у моего брата, то есть у моего отца, младшего брата. Значит, там это был командиром батальона и числился как при МВД. Там же на крейсере «Аврора» служил его брат средний, Василий. Там нашли тоже. Потом, после этого я пошла, мне сказали: еще посмотрите остальных, 5 братьев, посмотрите остальных в архиве, парт-архиве. Знаете парт-архив? Вот это на где-то Сысольском шоссе, да? Южная улица, Южная, да. И там я нашла. Но там мне удалось это найти одних и других. Тихонечко я сфотографировала то, что мне надо, а дают фотографировать только 15%. Это когда приходишь, я говорю, я буду каждый день приходить и каждый день 15% брать. Нашли выход. Да, ну вот в таком отношении, вот с такими этими намерениями. И еще я хочу сказать, многие сейчас сказали, я как педагог говорю, если начать это исследовать, то в первую очередь берите метрические книги. Метрические книги берите от Си до Си, то есть с какого года ваша деревня, с такого до какого года идет, до такого года, всех вы пишите. Я пришла, мне сказали, вот это можно взять, вот это можно взять. Но это я взяла, теперь в компьютере я не могу рассортировать, потому что разные направления. Во-вторых, если это взять вторым, когда вы увидели, что метрические книги все выложили, всех своих нашли, но там не найдете, сколько человек было это в семье. В семье можно найти только по семейным спискам или же по семейным спискам и по хозяйственной книге исповедальная ведомость. Первая, самая основа из основ – исповедальная ведомость. Тоже полностью перепишите исповедальную ведомость. А потом возьмитесь за ревизские сказки. У нас это в архиве осталось штук, наверное, 6, не больше ревизских сказок. А потом можно воинскую повинность, есть рекрутские книги, списки, вот, и это будет основа из основ. Я вот на основе этих материалов я нашла, вот Василий Григорьевич Ладыгин говорит, что у него деревня называется из-за того, что там Габовы родились. Оказывается, из этих документов найдешь и почему образовалась деревня. Оказывается, эта деревня называется Габовым потому, что из Пермской земли со стороны, как называется, Иньбы, с левого берега перешли люди, 3 брата. И у них деревня была, это Габов, и они перенесли нам Габов.
также в Усть-Куломском районе Кекур, и у них тоже Кекур, тоже кекурчане перешли. Вот такие интересные факты, и это как бы заставляет вот еще больше узнать. Вот такие это самые моменты. Дополню сразу видео Марию Алексеевну в плане в каком, что сегодня источников информации, вот Мария Алексеевна говорит, много, их нужно искать. Итак, перепись 1710 года. Очень важный документ. В интернете открыт не только Яринский уезд, но очень много уездов Российской империи. То есть вы можете даже поискать, если вы не отсюда, не местные, поискать оттуда по своим фамилиям деревни. Это, конечно, долго, там нужно искать, но очень хорошо перепись копируется. Я, например, сразу Яринский уезд скопировала себе в Word, и потом уже там делай систему поиска, запускай, ищи, что хочешь. Удобно очень. Вот здесь стоит, я просто источники, чтобы легче. Вот стоит книга «Документы по истории народа Коми». Перепись 628, 646, 678 года. Я говорю, что это уникальный документ. Но потому что... Извините, то туда не доберутся до тех пор, пока они... Да. Вот. А получается всегда, что вы сначала первую линию выстраиваете бабушек, дедушек своих прямых, а потом уже, вот как я иду, сначала туда шла, вглубь, определила, а потом уже все ветви, боковые братьев, сестер и так далее, и так далее. Поэтому вот эти документы обязательно. Потом источник информации Вологодские губернские ведомости. Газета, электронный вариант. Так и набираете Вологодские губернские ведомости в компьютере. Электронный вариант. Газета выходила с 1838 года по 1918 год. Раз в неделю по 55-52 номера. Причем там официальные части и прибавления так называемые. Там очень много разной информации. Такой информации с указанием имен, с указанием местности. Ну вот сейчас что-то я где-то себе сейчас выписала, к примеру, да? То есть происшествия уже не буду тут называть, то есть можно найти, когда уже знаешь своих родственников или по своей местности. Я вот просто занималась Серегово и сейчас нашла в 1939 году описание Сереговского сользавода. Такая информация, которую я нигде не читала раньше. Да, в этой газете доступным языком. Очень интересная газета. Анна Николаевна стала выпускать на основе этой газеты сейчас такую маленькую брошюрку. Здесь я у вас не увидела. Коми-край на страницах Вологодских губернских ведомостей. Вот 38-39 год у нее выпущен. Очень вот интересная вот эта информация. Потом вы просто акцентирую не сказали. Российский государственный архив древних актов. Сокращенно заглавными буквами АРГАДа, 5 букв. Там есть, конечно, там надо искать это, электронная опись имеющихся документов. Причем это древние документы. И вот, вот такой. И в этой электронной описи очень хорошо название, не просто протокол чего-то или еще чего-то, а описание. Я просто взяла 9 августа 761 года прошение крестьянина Ляльской трети Антона Поповцева на крестьянина Ствымской волости Илью Выборова и детей его в самовольном увозе с поля, хлеба и прочего. То есть название, суть обращения очень четко. Почему Ляльскую треть? Потому что я занимаюсь сейчас Лялей, там Серегова, Усть-Вымом, поэтому я выписывала только такие. Там можно много очень информации интересной найти и о населенном пункте, и о местности, и вообще о бытии, нравах и так далее. И своих родственников найти. Это вот в дополнение. Это я уже быстро в дополнение. И еще одно дополнение. Так. F100. Это Яринский земский суд. Такой фонд есть в нашем архиве. В этом архиве, в этом фонде судебные дела. По разным вопросам именно Яринского уезда. Аналогично есть фонд Уссысольский. Я просто Яринским уездом занимаюсь, Уссысольский не знаю.
Я, допустим, эти дела пролистывала и просматривала перечень, там огромный перечень. Так вот, для меня был вопрос, откуда же появились Политовы и в Часово, и в Палевицах, хотя Политовы были в Серегове половниками и так далее, и так далее. А Политовы-то, оказывается, они были половниками и в конце XVIII века, в 1798 году, в общем, их насильно стали переселять в другие местности. Им поначалу предложили, куда выселяться. Кто-то переселился, там 96 половников, вы так знаете, да? 96 половников, кто-то переселился. А потом в 905 году вновь, то есть идет обращение, то есть выступает становой пристав с требованием оставшимся половникам переселиться в те места, куда они должны переселиться. Вот там оказались и Часово, и Палевицы, и Коквицы, очень много в Коквицах. То есть вот это судебное дело. Кто такие половники? Половники это не это как и крестьяне. Половники, да, они работают, допустим, живут на чьей-то земле. В данном случае они жили на земле, принадлежащей Сереговскому сольваренному заводу. И половину своих доходов отдавали, то есть и работали, а получали только за свою работу половину того, потому что половина идет за пользование землей, половина идет половники. Да, вот. Поэтому, а жили они на землях, они, конечно, требовали оставить, то есть интересное судебное дело. И так далее. Я, например, нашла своего родственника, брата моей прабабушки, Аполлона Ивановича Шергина. Очень интересное дело, с удовольствием его прочитала с точки зрения такого быта и всего остального. Очень много узнала о быте того времени. Его обвиняли в обольщении. Там крестьянки и так далее. То есть интересные вещи. Ага. Почитать, честно говоря, просто не хватает времени. Потому что, это... Я говорю, у нас в архиве столько всего накоплено, столько всего документов, таких интереснейших документов, которые позволят нам узнать о своих предках. Да, Мы еще вместе съездили в Устью, чтобы в архив достать 1771 год, 1745 год, 47 да, ревизские сказки. Но и Москва, и Вологда я была, чтобы только найти. Вот такой вопрос, почему в метрических книгах не всех детей, родившихся, записывали? Почему всех детей? Тех мертворожденных записывали. Да. А если их нет в метрических книгах? Значит, ребенок родился в другом месте. Бывало очень достаточно такое популярное, я не знаю, неправильно слово использую, но распространено. Вот, допустим, по Усть-Выме говорю, жена из Оквада, а муж Усть-Вымский. Как правило, первого ребенка мама рождает рядышком с мамой. Где родится ребенок? В Окваде. Чаще всего. И крещен он будет на следующий день после рождения в Окваде. Он будет записано, что отец у него усть-вымский крестьянин и так далее. То есть вот здесь очень часто не находятся дети. Вот, мы когда выписываем это и делаем, вот я нашла, например, в Серегове, умер ребенок, а не рождался этот ребенок, там девочка. Хорошо, у меня вот тут сейчас весь материал, там Усть-Вымская книга, Сереговская книга там и так далее. Все в электронном варианте я нашла, что она родилась совсем в другом месте. Родила этого ребенка в другом месте мама, а здесь умирает. Поэтому искать надо. А если Руссисольский? Все может быть и в Руссисольске, в разных местах. Но если кто из вас смотрел вот эти книги, допустим, то, что это серия «Крестьянское родословие», это Серегова. Все, что касается, все документы, которые имеются сегодня, по рождению, смерти и так далее, все здесь есть. Здесь ведь рождались дети. И купцов приезжих, которые продавали там, покупали, видимо, соль и еще так далее. И разных чиновников, и приставов и так далее рождались дети. Поэтому, потом они уезжали, где-то как-то судьба. То есть искать. Вот для чего и задумана эта серия, можно я скажу? Для того, чтобы было проще как бы искать людей,
Потому что в архиве, конечно, все мы... Там проблема у нас сейчас. Нас пускают 2 раза в неделю по полдня, потому что компьютеры заняты, не так-то просто попасть. И вот эта серия, конечно, позволяет уроженцам этих населенных пунктов проще составить свою родословную. А что касается ревизских сказок, мы с Марией Алексеевной ездили туда, работали, выписывали, кое-что фотографировали. Так, На 5000. но... Да, это да, но что сейчас, вот Анатолий Алексеевич сказал, обмен информацией. Вот я, например, в Вологде одной из потомков семьи Будкиных из Серегова, помогла составить ей родословную бесплатно. Она в ответ мне прислала фотокопии всей ревизской сказки 1747 года. Это все уссусольские земли, яринские земли. То есть вот этот обмен идет, и я мечтала об этом. И эта мечта сбылась. Мы даже еще одно время с Анной Николаевной Сивковой говорили, как бы денег найти, чтобы купить эту. Сейчас, после этого, сказка 1720 года. А Анатолий Алексеевич поделился, у меня тоже есть первая сказка «Ревизия». Так что, если кто-то займется ревизией, любите нас, а мы вас всех любим. Обращайтесь, мы поможем вот с этими документами. Их в нашем архиве нет. Первая ревизия и вторая ревизия. Они есть. Вторую ревизию читать уже можно, первую ревизию я читаю с трудом. Первую ревизию очень тяжело читать, и вторую ревизию, а третью нормально. Но это уже у нас здесь документы, а эти документы, вторую я уже научилась, 747 год, уже как бы попроще, глаз уже видит уже то, что надо, и запоминает, как писали определенные буквы и так далее. А вот первую, конечно, сложнее. Не все знают, что такое ревизские сказки. Может, ревизская Это сказка первая перепись. это перепись Ревизион. податного населения. То есть писали, особенно первые ревизии, только мужчин. То есть на кого назначались налоги, подати. Поэтому это ревизия. И вообще первые это переписи были 646, 78 год, потом 707 год, это 707 Петровские времена. А там очень многих людей сокрывали. Вот почему Петр I объявил, и там строго-настрого, там в каждой волости написано, что будут наказаны, кто кого-то сокроет. Да. То есть нужно всех было указать. Но первая ревизка, она, конечно, сохранилась не в полном объеме. Там есть пропущенные и деревни, и люди. Но в переписях не найдете это ни одной женщины. То Да, есть первые две переписи там. Первой нету, и Нет. второй нету, а третья уже есть. до 1800 года не найдешь. Если это... Ну, женщины в 834-м появляются. Так что вот, Это- вот эти документы. Ага. Нет, Савельева Светлана Юрьевна. А село Шошка Сагдыгинского района, оно куда относится? Оно относится к Уссусольскому уезду, Сагдыгинский район, Шошка. К сожалению, вот у нас Уссусольским уездом из нас, вот из родоведов, занимаются немного людей. И, по-моему, Шошками никто не... Шошками в Книжпогосте занимается Максаров. Ну там своя Шошки, да, он в Книжпогосской, вот он занимается, вот это. А еще один фонд забыла назвать. Если в архиве будете, тоже очень много о своих людях. Фонд 117. Яринское земское управо. Большой фонд, много дел. Яринское земское управо. Вот пример просто приведу. Я знала только одно, и мои там сестры, братья, о том, что у нас был дед поляк, был врачом земским, Шкутник Матвей, больше ничего. А вот в этом фонде я нашла материала о нем столько, что можно писать о нем книгу. Да. Земское управа. Да. Яринское земское управо. Там есть каждый год документы по народному здравию. И, в общем, я нашла. Он 30 лет работал фельдшером, не врачом, а земским фельдшером. Выслан из Гродненской губернии. А почему вот еще Анатолий Алексеевич говорит, что мы обмениваемся информацией? Конечно, мы же знаем, кто что ищет. Вот, я недавно Где вы буквально... обмениваетесь? ВКонтакте, да? Нет. Ого, вот так. У нас 10 человек. На ВГГ, да, я модератором являюсь Яринского уезда. Там есть еще Уссусольский уезд, но там просто нет модератора. Я его завел, но там так она, мешалка не как-то развивается.
Ага, а я достаточно такое, ну, как контакт. Потом, я года 3 назад в Одноклассниках, думаю, как раз попробую, для эксперимента, создал группу «Коминтернянское родословие». Там сейчас около 6 тысяч подписавшихся. Да, выкладывают очень много фотографий, короче, таких вот ретро-фотографий. Ага, я смотрела. Сайт назовите комиксы в Одноклассниках. Очень интересные фотографии. Да, и также есть по Уссурийскому району, Емгинца-Родовед. Ой, подождите. Да, Усть-Вымский район. да. Как называется? Емгинца-Родовед. Емденца. Да. Да, там только Усть-Вымский район, то есть села, деревни Усть-Вымского района. А Коминтернянское это на всю республику. Ага. Извините, Анатолий Алексеевич, я вас тут перебила. Ну, вы там тема, поэтому Ну, да. извините. Я к чему ведет? Я про этого Шкутникова, да, мы так и договаривались. Да. Вот по Шкутнику. У нас же все знают, что я, допустим, ищу. И вот мне взволнованным голосом Людмила Владимировна Ванеева звонит. Я нашла такое, я прям сразу степенулась. Она, просматривая документы Косланской церкви, нашла о том, что мой прапрадед Шкутник Матвей Антонович, будучи католиком, принял православие. Там запись идет. И самое главное, что там в этой записи написано конкретно откуда он. Я узнала название деревни. Я знала Белостокский уезд, Гродненская губерния. Там название деревни, название волости. А отец Матвей Антон, отчество отца. Имя матери. Так что у меня даже там в предках есть Франциска. Теперь вы можете идти Я? еще дальше. Да, да. К сожалению, это он выслан с Гродненской губернии, эта часть Гродненской губернии в 1920 году отдана Польше. И все католические документы отправлены туда, поэтому там дальше поезд. То есть вот в этом. И еще. Елена Гиревна говорила в прошлый раз, а я хотела бы для тех, кто связан с Усть-Вымским, с Нижпогостским районом, вот с этой частью, обратить внимание на вот эту серию. Архив гостей Панкратиевых. Кто такие гости? Раньше гостями называли купцов. Вот. Это купцы Панкратиевы. Они в свое время владели Сереговским солеваренным заводом. И вот чем это публикация, первая публикация в России частного архива 17 века. То есть сохранились книги, во втором томе описывает Людмила Алексеевна Тимошина, я вот с ней разговаривала, звонила, благодарила за то, что она выпустила такое, сделала такое издание важное. Первый том и второй том, во втором томе описывает, что хранится в архиве. Хранятся рукописные толстые книги всех документов. Вот здесь в основном это период 1673-1703 год. Первый том – записная книга приказчика Ивана Андреевича Шергина, моего предка и вообще предка всех Шергиных, уроженцев Серегова. И вот благодаря этой книге я узнала, что он из Великого Устюга. Отец его священник и брат его священник. То есть вот эта информация. Но главное, что здесь. Он описывает, чем занимался Сереговский завод, и он описывает, здесь есть в конце предметные и указатель, и фамильный указатель людей. И какие страницы, кто упоминается? Это и Турья, и Весляна, и Кырс, и Часова. Здесь и фамилии. Да, это письма, 383 письма, которые своему хозяину он пишет. Панкратиевым Ивану Даниловичу и главному приказчику в Вологду отправлял письма еще. То есть и там он пишет, ага, вот такие-то строят дощаник. Оказывается, там строили сами суда, дощаники. Занимались коневодством, племенных лошадей разводили и так далее. И по большому счету жители вот вымских деревень подзарабатывали на этом Сереговском заводе, деньги зарабатывали какие? Дрова. Там постоянно, круглогодично требовались дрова. Вот тут это. Да, так что чем интересно, потом продавали свои земли. Вот во втором томе как раз все акты купчие. И я вам говорю, я горжусь своим предком чем? Что он переписывал, он отправил письмо в Москву,
Ивану Даниловичу Панкратьеву, и копию этого письма, и через кого он его отправил, он записывал в эту амбарную книгу. И 383 письма. Конечно, не все сохранились, не все читаемы. В какое время, представьте. То же самое, он купил у кого-то землю, отправил оригинал в Москву, а здесь записал. И копии всех документов. И тут огромный перечень людей, у кого купили его, по-русски, местных жителей. Это чем, вот я имею в виду, для родословных или чего, это очень интересный документ. Так что эта книга есть в нашем архиве. Пользуйтесь. Вы обратили внимание, как горят глаза у наших клиентов? А у меня сложилось впечатление, что, конечно, все, кто связан с этим, это, конечно, такие кроты, потому что все глубже и глубже к истокам. И... Честно признаюсь, я морально себя готовила забросить это все дело. Думаю, я Серегова, это родина моей бабушки, сделала все. Усть-Вим, это родина моего деда, я сделала. Нювчим, родина моего отца. Ну, для себя я там все выстроила. Ну, думала, с книгой не буду заниматься. Лялим, это мои внуки. У них прабабушка Ляльская, Политова. Вот, ну, не издаю, но все сделала. Так что... Да, думаю, все бросаю. И вот узнала о существовании этой книги. Я опять. Я остаюсь. Я остаюсь.